Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 27 сентября в Якутии отмечается профессиональный праздник – День предпринимателя республики. О мероприятиях, приуроченных к этому дню, и достижениях малого и среднего бизнеса Якутии мы поговорим сегодня с министром предпринимательства, торговли и туризма республики Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, сколько предпринимателей на сегодняшний день в Якутии, какова статистика за последнее время? Растет ли их количество или все-таки суровые реалии с пандемией как-то повлияли на количество людей, которые заняты в малом и среднем бизнесе? Безусловно, пандемия, конечно, оказала существенное влияние на количество как и самих МСП, так и занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства. Но я бы хотела акцентировать внимание также на таком моменте. Вот смотрите, у нас на 10 июля количество предпринимателей составляло более 40 тысяч. Но 10 августа это число существенно сократилось, буквально более 5000 минусом у нас пошло по данному показателю. С чем это прежде всего связано? Дело в том, что Управление Федеральной налоговой службы ежегодно 10 августа чистит единый реестр малого и среднего предпринимательства. Что же происходит с тем предпринимателем, который не своевременно сдал налоговую отчетность или не заплатил налоги? Он исключается из данного реестра автоматически по данным критериям. И таких у нас, к сожалению, большинство. Это произошло не только в этом году, в прошлом году у нас такая же ситуация примерно была. И я, конечно, здесь акцентирую внимание предпринимателей на том, что очень важно своевременно сдавать отчетность, своевременно платить налоги, находиться в едином реестре СМП, особенно в период пандемии, очень важно, потому что как наши подведомственные учреждения, так и подведомственные учреждения других министерств руководствуются 209-м федеральным законом, и оказывать государственную поддержку, особенно финансовую, могут только тем, кто находится в данном реестре. Поэтому, если у кого-то произошла такая ситуация, они вылетели из реестра, я призываю обращаться в Центр «Мой бизнес» или напрямую в министерство. Мы максимально подробно проконсультируем, как избежать в следующем году такой ситуации, и по возможности постараемся содействовать включению в данный реестр. Но, конечно, лучше работать на упреждение и своевременно отвечать тем критериям, по которым вы сохраняете свое право находиться в едином реестре. Ну вот если говорить о поддержке, которую вы упомянули, какие мероприятия проходят для предпринимателей нашей республики? Ну, как мы понимаем, что данные мероприятия сейчас в условиях пандемии, они проходят в онлайн-режиме. Тем не менее, программа очень насыщенная. Мы подключили практически все районы нашей республики, которые большие молодцы. Они действительно, учитывая свою конъюнктуру рынка, каждого муниципального образования в отдельности, составили свои планы мероприятий. У нас проходят и мастер-классы, и образовательные мероприятия, в том числе с подключением федеральных экспертов. У нас проходит митап-встречи, то есть это когда действующий предприниматель, успешный бизнес встречается с вновь созданными, делится опытом, рассказывает о своих успехах и поражениях. Мы же, в принципе, не первый кризис проживаем сейчас. Просто сейчас он немного другой, но, тем не менее, в уставе, наверное, каждого предприятия прописано четко, что предприниматель – это тот, кто осознанно идет на риск. Поэтому это такая ключевая канва всех наших мероприятий. Мы рассказываем, как выйти из этого сложного положения, как сделать так, чтобы твой бизнес из офлайна дифференцировался, какие-то виды деятельности перешли в онлайн. И, конечно, говорим о господдержке, о том, как мы можем, в том числе финансово, поддержать бизнес в период такой очень сложной ситуации. Ну вот, насколько я знаю, 27 сентября ожидается запуск единой торговой площадки «Сделано в Якутии». Расскажите, пожалуйста, для кого она предназначена в первую очередь и какой ожидается эффект от этой площадки? Идея создания данной площадки
она уже довольно давно обсуждалась и на уровне министерства, и на уровне бизнес-сообщества. Мы планировали открыть данную интернет-площадку, данный маркетплейс позже гораздо, но мы опередили собственные планы, и буквально 27 сентября мы уже презентуем данный маркетплейс, в котором мы соберем обязательно большое количество всех местных производителей. Также там можно будет выбрать, например, тур по Якутии. И сейчас там уже находится очень много предприятий, но после официальной презентации мы, конечно, надеемся на большой интерес к нашему маркетплейсу и готовы бесплатно абсолютно предложить данную площадку для того, чтобы наши предприниматели могли презентовать свои продукты и услуги не только на территории республики, но и всей России, всему миру. Данная площадка будет постоянно дорабатываться. Мы обязательно ее переведем и на английский язык, и на языки Юго-Восточной Азии, с которыми мы очень хорошо партнеримся в последние годы. Поэтому площадка будет только расти и развиваться, а уже в своем тестовом режиме 27 сентября все жители республики, все жители нашей большой страны смогут посетить маркетплейс и выбрать для себя и для своих родных подарки, которые сделали наши производители. Еще в начале года было анонсировано, что в Татарстане пройдут Дни Якутии к концу года. Будут ли якутские предприниматели в них участвовать и как идет подготовка к этому событию? В настоящее время идет активная подготовка. В начале декабря данное мероприятие обязательно состоится. Посвящено оно столетию Республики Татарстан. И я думаю, что многие знают, что у нас подписано соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и Татарстаном, в рамках которого и пройдет в том числе данное мероприятие. У нас очень насыщенная программа ожидается. Наши предприниматели будут участвовать в бизнес-миссиях, посетят особую экономическую зону Иннополис, различные производственные компании Татарстана. Мы планируем выставку-ярмарку, где наши производители пищевой продукции, ювелирных украшений, сувениров представят жителям Татарстана свои продукты, и туризм представит свои туристические услуги. У нас будет специальная туристическая зона с VR-зоной, где можно будет погрузиться в реальном времени, увидеть самые наши главные туристические достопримечательности. И еще мы научим жителей Татарстана нашим национальным играм, это хамыска, хамбылык, и обязательно очень много впечатлений привезем жителям Татарстана. Я думаю, что они очень-очень нас ждут, и их ожидания мы обязательно оправдаем. Ни для кого не секрет, что помимо официальных индивидуальных предпринимателей у нас в республике много и незарегистрированных предпринимателей. Вступлением в силу налога для самозанятых, сколько незарегистрированных предпринимателей вышло из тени? Есть ли такие цифры? Да, разумеется, есть. У нас более 2600 уже на сегодняшний день зарегистрированных самозанятых. Эта цифра постоянно растет. Но, конечно, нелегальный сектор у нас не сильно стремится выйти из тени. В основном это вновь созданные предприниматели. И те, кто ранее не мог выбрать, какую систему налогообложения больше подойдет какая система налогообложения для его бизнеса. И, конечно, налог на профессиональный доход, более известный как налог на самозанятых, он отвечает максимально потребностям рынка, и физические лица выбирают прежде всего сейчас его. Но обращаю внимание, что все, кто заняты в нелегальном секторе, сейчас под пристальным вниманием и налоговой службы, и других контрольно-надзорных органов. У нас буквально недавно прошла встреча межведомственная, где управление по экономической безопасности МВД, наши коллеги с МЧС и другие структуры докладывали о том, сколько штрафов по КАП получили нелегальные предприниматели, и даже начали заводиться
все больше уголовные дела. То есть нелегальные предприниматели должны помнить, что они несут не только административную, но и уголовную ответственность. Поэтому максимально призываю посетить портал b14.ru. Там есть специальные разделы для самозанятых, созданы образовательные продукты. И, конечно, нужно легализовывать свою деятельность, чтобы прежде всего защитить свою семью от ненужных поворотов судьбы. Поэтому лучше, конечно, регистрироваться, и мы максимально готовы в этом помочь. Любую консультативную поддержку оказывает Центр «Мой бизнес», причем не только в городе Якутске, но и в созданных центрах «Мой бизнес» в районах нашей республики. 27 сентября в воскресенье отмечается еще и Всемирный день туризма. Мы знаем, что недавно проект туристско-рекреационный кластер «Лена» вошел в число финалистов конкурса Агентства стратегических инициатив. Что это даст проекту и для развития туризма в Якутии в целом? Действительно, у нас 16 июня стартовал всероссийский конкурс туристско-рекреационных кластеров. Мы создали межведомственную команду. Наш проект вышел в 36 лучших проектов из 115, которые представили регионы нашей страны. И буквально недавно, в сентябре, мы защитили уже на втором этапе, где представили наш проект, который начинается с границы Кангаласского района, вплоть до национального парка Ленские столбы, включает в себя огромное количество наших основных туристских дестинаций. Мы очень хорошо проработали архитектурные решения, мы очень плотно отработали по инвестпроектам, по экономике в целом проекта туристско-рекреационного кластера. Мы отрабатываем также с МИЗО по земельным участкам для того, чтобы была максимально прозрачная процедура выдачи земельных участков всем предпринимателям, которые представят достойные проекты для того, чтобы стать резидентами ТРК «Лена». И данный проект получил высокую оценку жюри. И сейчас мы ждем окончательного решения для того, чтобы в октябре уже на финале представить наш проект. И я очень надеюсь, что он войдет в десятку лучших. В данном случае проект получит ряд приоритетов, в том числе при выделении федеральных грантов и субсидий по линии Ростуризма. Ну что ж, скрестим пальцы в ожидании окончательных решений. В завершении разговора ваши поздравления нашим предпринимателям. Уважаемые предприниматели, от лица Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия и от себя лично, от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. День предпринимателя – это символ признания роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии не только нашего региона, но и всей страны в целом. Вы создаете рабочие места, вы берете на себя ответственность не только за себя, но и за семьи своих сотрудников. И как человек, который более 10 лет был предпринимателем, я со всей уверенностью могу заявить, что это день смелых, решительных, умных и ответственных людей. И я благодарю вас за то, что, несмотря на такое сложное положение, которое сейчас происходит не только в нашей республике, но и в целом в России, вы показываете свою социальную ответственность. Вы участвуете в благотворительных акциях, вы помогаете друг другу. И я благодарю за ту консолидацию, которую вы показываете во взаимоотношениях, в том числе и с нашим министерством. Благодаря нашей совместной работе мы одними из первых создали ряд мер поддержки, которые сейчас являются лучшими практиками по стране. У нас с вами учились в том числе и другие регионы. Поэтому я думаю, что впереди у нас очень много новых свершений, достижений. Но в день вашего праздника я прежде всего желаю вам крепкого здоровья, чтобы все ваши цели, которые вы наметили, обязательно были достигнуты. А мы всегда готовы оказать вам поддержку и уверена, что самые лучшие планы и их свершения у нас еще впереди. Ирина Сергеевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго.
Благодарю. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». В преддверии Дня предпринимателя мы беседовали с министром предпринимательства, торговли и туризма республики Ириной Высоких. До встречи в эфире.